Hello, dear brothers and sisters, dear ladies and gentlemen. Selam aleykum saygılı kardeşler, урметлі ханымлар ve efendiler. Добрий день, шановні брати і сестри, пані та панове. Добрый день, дорогие братья и сестры, уважаемые дамы и господа. The Crimean Tatar Resource Center is pleased to welcome you to the online expert discussion through Zoom, dedicated to the International Day of the World's Indigenous People on the topic, International Day of the World's Indigenous People as an instrument to protect the rights of indigenous people. The working languages of the discussion are English, Russian, and Ukrainian. There is a translation option on the control panel. You can choose the option you need. Крымско-татарский ресурсный центр рад приветствовать вас на онлайн-экспертной дискуссии через Zoom, посвященной Международному дню коренных народов мира на тему «Международный день коренных народов мира» как инструмент для защиты прав коренных народов. Рабочими языками дискуссии являются английский и русский и украинский. На панели управления есть опция «Перевод». Вы можете выбрать нужную вам опцию. Итак, темами сегодняшней нашей дискуссии являются, вопросами для обсуждения являются значение празднования Международного дня коренных народов мира, современные вызовы для коренных народов в Крыму, дорожная карта для Украины по вопросам коренных народов, коренные народы Крыма в современном мире, процесс разработки международных стандартов прав коренных народов, подготовка к международному десятилетию языков коренных народов. Вести онлайн-дискуссию буду я, Искендер Бариев, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Сегодня в дискуссии будут принимать участие председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Видеообращение будет от члена постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексея Цикарева. Выступит член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Хулман Чаудхадри. Член экспертного механизма по правам коренных народов Родион Сюлянзига. Член консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Оливер Лода. Я надеюсь, что к нам сейчас присоединится наследник потомственного вождя клана Орлов племенной нации Аравак-Лакона из северо-восточной Амазонии, Южная Америка, Деймон Джерард Кори, потому что там раннее утро, и я надеюсь, что они подсоединятся к нам. Также из Америки к нам подсоединится Павел Сюлянзига, член правления международной коалиции, международная организация по правам коренных народов, а также он является представителем коренного народа УДГ. Также из Америки к нам присоединится сотрудница Объединенной конфедерации народа Таинно и соучредитель Карибской организации развития индейцев Таи Пелли. С нами сейчас присутствует и будет активно участвовать в дискуссии доктор Васали Киро, основатель Международного женского форума коренных народов, член комиссии по делам женщин штата Джарханд, координатор женской комиссии из числа коренных народов Индии. Также в дискуссии будет принимать участие директор департамента по делам религии и национальности Министерства культуры Украины Андрей Юрош. Мы приветствуем вас. Доктор Елена Арабаджи, руководитель Национально-культурного караимского общества Джамаат.
К нам присоединится почетный председатель Дагестанской региональной общественной организации развития гражданского общества Бырлик Ногайцев Янгурджи Аджиев. Также будет к нам присоединится представитель крымчаков Вячеслав Ламброза, доктор Борис Бабин, профессор, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра. Ну и в процессе каждый сможет выступить до 5-7 минут, и в процессе могут быть у нас реплики. Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Он был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году. В этом году Международный день коренных народов мира посвящен теме COVID-19 и жизнестойкость коренных народов. Хотя вопрос происхождения COVID-19 до конца не изучен, связь между экологией и пандемиями хорошо известна ученым. Кроме того, есть группа людей, которые еще до появления COVID-19 били тревогу по поводу угрозы пандемии. Это коренные народы. Благодаря своим традиционным знаниям и связи с миром природы им давно известно, что деградация окружающей среды может привести к росту заболеваний. Говорится в официальном релизе Организации Объединенных Наций. В ООН также отмечают, что в разгар пандемии важно защитить эти народы и их знания. Они могут многое нам рассказать о том, как восстановить равновесие во взаимоотношениях с природой и снизить риск будущих пандемий. Однако эти люди уже сталкиваются с целым рядом проблем, и нынешняя реальность заключается в том, что последствия пандемии COVID-19 еще больше усугубляют эти проблемы. В целях повышения осведомленности о потребностях этих групп населения 9 августа каждый год отмечается Международный день коренных народов мира. Они нуждаются в нас, особенно сейчас, а мы нуждаемся в них, подчеркивают в ООН. Вернемся к нашим реалиям и к нашим вопросам. И, к сожалению, последние 6 лет, прошедшие в условиях российской оккупации, стали для крымских татар, караимов и крымчаков, коренных народов Крыма, очень опасными с точки зрения соблюдения принципов, закрепленных в Уставе ООН, Декларации ООН о правах коренных народов. Целый ряд индивидуальных прав человека и коллективных прав коренных народов жить в условиях свободы, мира и безопасности, как отдельные народы, стал объектом посягательств в связи с оккупацией Крыма. Как же выжить в этих условиях? Как же использовать День коренных народов как способ борьбы и способ сохранения коренных народов? Что необходимо делать для того, чтобы урегулировать эти вопросы и законодательно закрепить статус коренных народов в Украине? Об этом мы и будем говорить сегодня в рамках нашей дискуссии. Мы также рады будем как приветствию наших братьев и сестер из различных уголков мира. Таким образом, мы увидим солидарность всех коренных народов в борьбе за наши коллективные права. А сейчас я хочу предоставить слово председателю Меджлиса крымско-татарского народа, представительного органа крымско-татарского народа Рифатага Чебарову. Ассаляму алейкум, saygılı dostlar, hürmetli konferansiya iştirakçıları. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi olarak OZ adımdan ve meclis azaları adından hepinizi selamlayayım. Ve elbette bu konferansiyanı hazırlayan Açık Toplum Vakfı'na, Kırım Tatar Kaynak Merkezi'ne ve bütün katılgan arkadaşlarımıza teşekkürler bildireyim.
свое приветствие участникам онлайн-конференции на крымско-татарском языке я сопроводил также словами благодарности организаторам этой онлайн-дискуссии, онлайн-конференции, Фонду открытого общества, Крымско-татарскому ресурсному центру, ну и, разумеется, всем участникам конференции и за подготовку, и теперь уже за то, что мы ее проводим. Тема онлайн-дискуссии, она обозначена: Международный день коренных народов мира как инструмент для защиты прав коренных народов. Я, готовясь к данной конференции, для себя распечатал все темы дня по годам, когда они были определены, для того, чтобы попытаться найти ответ на поставленный вопрос, насколько важен для нас всех такой инструмент, как Международный день коренных народов, установленный Организацией Объединенных Наций. И когда я анализировал все эти порядки дня, темы дня, я вышел на другой практике деятельности ООН, когда обозначались декады, а потом и десятилетия, международные десятилетия. И я взял их, распечатал, также анализировал и совместил с теми темами, которые были определены как актуальные по отношению к каждому в каждом году, когда отмечался Международный день коренных народов мира. И я прихожу к выводу, что вот такая актуализация наиболее важных, во многих случаях и жизненно важных проблем, она очень уместна. И то, что касается в отношении коренных народов, как мне представляется, Международный день, как отмечаемая на международном уровне не только коренными народами, но и государствами, на территории которых они проживают, является одним из таких, во многих случаях при стечении сопутствующих обстоятельств, о них вы, наверное, будете говорить в своих выступлениях, является очень эффективным инструментом. И я себе вот так вольно позволил бы процитировать слова Кофи Аннана, которые он говорил в своем послании еще в 2005 году, в котором он призывал государства к тому, чтобы обеспечивать возможности развития коренных народов в условиях мира и безопасности при уважении прав человека, которых слишком многим из них слишком долго отказывали. Вот это словосочетание «слишком многим из них слишком долго отказывали», это, в общем-то, и мне представляется, но есть и вот положено в основу тех тем, которые указываются ежегодно как отмечается Международный день коренных народов. Я хотел бы заметить, что Международный день коренных народов мира как эффективный инструмент, это в реальной нашей жизни, он используется на глобальном уровне, об этом свидетельствует деятельность международных организаций, прежде всего самой ООН,
других международных организаций. Кроме того, Международный день коренных народов мира может быть очень эффективным инструментом и на национальном уровне, но в украинском государстве еще нет такого долгого времени, когда мы могли бы привести очень много позитивных примеров, но в любом случае само по себе учреждение, установление и ежегодно отмечание Международного дня коренных народов, оно, в принципе, должно побудить не только представителей коренных народов, но, собственно, сами государства обращать свои не только внимание, но и усилия на разрешение актуальных проблем развития коренных народов на их собственных территориях. Я думаю, что Международный день коренных народов мира должен служить и эффективным инструментом для взаимодействия на межрегиональном уровне, но в этом аспекте очень много зависит от взаимодействия, собственно, уже государств. Но то, что коренные народы испытывают очень большую необходимость взаимодействия и на таком субрегиональном уровне, это очевидно. И поэтому мне представляется для нас, от крымских татар и для караимов, крымчуков, для коренных народов Украины, которые значительную часть своего исторического развития, но в нашем представлении значительную часть, это десятилетия, когда-то кому-то это покажется, может быть, мгновением. Мы прожили в Советском Союзе, и наше взаимодействие с другими коренными народами, я имею в виду наших крымских татар, караимов, крымчаков, прежде всего коренными народами России, могло бы дать, но, новые импульсы для нашего собственного развития. По крайней мере, мы могли бы обмениваться опытом наших деятельностей для достижения своих целей, но мы в этом имеем затруднения, поскольку государства, в которых мы живем, они определяют свои позиции в глобальных вопросах, опираясь на разные ценности, и у них очень разное поведение. В заключение своего вот такого небольшого приветствия, введения вот нашу тему, я хотел еще заметить, что, конечно, мы все есть реалисты. И при всем том, что насколько, и я здесь вижу блистательный ряд участников, многих из вас я знаю заочно, и знаю о ваших вкладах в подготовку, принятие тех и иных документов, регулирующих сферу деятельности коренных народов, в том числе и Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, которой уже 13 лет, время очень быстро проходит. Мы с вами все реалисты и прекрасно понимаем, что как бы не были выписаны все нормы и стандарты, определяющие права и возможности коренных народов, тем не менее наше самочувствие очень зависит от поведения всех игроков международной политики, но прежде всего от тех игроков, которые обладают ядерным оружием и могут себе позволить действия, которые ограничивают развитие коренных народов, а в некоторых ситуациях они просто несут прямую угрозу их существованию. Мне представляется
вот в рамках повестки Международного дня коренных народов, которые определяются ежегодно, возможно, уже и назрело время, когда бы на ближайшие годы, возможно, в следующем году, я не знаю, здесь больше вы, эксперты и люди, обладающие опытом, можете подсказать, но ближайшие темы Международного дня были бы определены с точки зрения ответственности государств и практическое применение норм международного права в части поведения этих государств в отношении как коренных народов, живущих как на своей территории, так и на тех территориях, где они реализовывают свои интересы, зачастую противоречащие международному праву. Как вы понимаете, я здесь прежде всего имею в виду нынешнюю оккупацию Крыма Российской Федерацией. Настало время, когда государства должны не просто декларировать свое стремление к развитию на своих территориях коренных народов, но уже актуально время, когда коренные народы должны обладать механизмом привлечения как своих государств, так и иных государств, нарушающих права коренных народов. Я еще раз поздравляю вас с тем, что вы проводите эту онлайн-конференцию, за приглашение, и поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира, который мы все вместе с вами вчера отметили и отмечаем сегодня данной конференции. Спасибо. Салонус Рифат ага, большое спасибо, Рифат ага. Сейчас мы внесем небольшие корректировки в нашу очередность выступающих в связи с тем, что наши братья и сестры подключаются только из американского континента. Сейчас я хочу предоставить слово члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов господину Пхулману Чаудхадри. Пожалуйста. Господин Пхулман, включите микрофон, пожалуйста. We don't... Господин Пхулман, we don't not hear you. Try again, please. Я так понимаю, пока есть технические проблемы, пока с техническими проблемами мы сейчас справимся и подключим господина Пхулмана Чаудхадри. Сейчас я предлагаю дать слово члену экспертного механизма по правам коренных народов господину Родиону Сулянзига. Can you hear me? Окей, все у нас наладилось. Can you hear me? Yeah, distinguished chairperson, distinguished Mr. Escalander, head of the chairman, Teta Resource Center. Distinguished Mr. Refat Chubarov, chairman of Majlis of the Chair Crimean Tatar people. Distinguished Ms. Imain, first deputy minister of foreign affairs of Ukraine.
distinguished my colleagues, Mr. Alexi, member of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, distinguished Mr. Radian, member of the Export Mechanism on the Rights of Indigenous People, distinguished representative of indigenous people, dignitaries, ladies and gentlemen. I would express my sincere gratitude and congratulations to all of you on the auspicious occasion of International Day of the All Indigenous People 2020 with theme of COVID-19 and Indigenous Peoples Resilience, organizing several events across the globe. It is my great honor to be part of this discussion, aiming various agenda of indigenous peoples, particularly for Crimean indigenous people. First of all, allow me to thank the organizer, the Crimean Data Resource Center, for taking such worthy initiative, and to thank all of you present here today to contribute for better understanding on the today's agendas. This discussion on the valid agenda with the dedication from organizer is an essential step to come up with the global visionary on the agenda of significance of celebrating the International Day of the All Indigenous Peoples, current challenges for indigenous people in Crimea, roadmap for Ukraine on indigenous issues, indigenous peoples of Crimea in modern world, the process of the development, the international standards for indigenous people's rights, and prepare for International Decade of Indigenous Language 2022 to 2032. Of course, indigenous people and local communities are holders of the rights to self-determination, to be consulted in matter affecting them, to their lands, territories, and resources, and to maintain and develop their culture, tradition, beliefs, and spirituality in the first hand, and the universality and indivisibility of all human rights are precursor to any policy that state adopt. International Day of the All Indigenous People as an instrument for protection the rights of indigenous peoples. The discussion for today, as I understand, is organized to contribute way forward from policy to action in attaining global goals to realize human rights with a socially just environment and sustainable development, where indigenous people act as the highest gear of peace. We indigenous people live in all corners of the world and occupy a huge some 22% of the global land area, numbering at least 370 to 500 million indigenous people, present the greater part of the world's cultural diversity and have created and speak the major share of the world's almost 700 languages. Indigenous people have a profound spiritual connection to the lands, natural resources, and the language. At the same time, we have already celebrated the International Year of the Indigenous Language 2019 last year. It helps us to raise awareness of the urgent need to preserve, revitalize, and promote indigenous language throughout the world. Now we are aiming to celebrate the International Decade of the Indigenous Language 2022 to 2032. Therefore, we have to be more dynamic and responsible for the celebration of the International Decade of the Indigenous Language 2022 to 2032 to make effective achievement of indigenous language. If we look current situation of indigenous language, currently 600 to 700 languages is existence, although 97% of the world's population only speak around 4% of them. The vast majority of the minority languages are spoken mainly by indigenous people and will continue to disappear at the alarming rate of the measures are not taken to safeguard them. Also language. Also, indigenous youth are faced with complex questions regarding their identity and values, losing their mother tongue. Without an adequate response to address this problem, the history, tradition, and the memories of the people who speak this language will be lost,
and linguistic diversity will be reduced throughout the world. So I call upon to focus attention on these critical issues and to take a step towards global collective action to address them. On this International Day, we reform to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People adopted in 2007. And we call on the international community to mobilize to ensure the full respect of Indigenous people's dignity, well-being, and fundamental freedoms. Let us commit to fully realizing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, including the rights of self-determination and traditional land, territories, resources, and languages. And wherever they live, let us ensure that Indigenous people enjoy recognition for their contribution and the opportunity to thrive and prosper in peace on the healthy planet. Furthermore, as being a member of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, I take the opportunity to highlight its commitment to continue to support and engage in partnership with Crimean Indigenous people, member state, Indigenous Peoples Organization, and other partners to accelerate action in preserving, revitalizing, and promoting Indigenous people's rights and self-driven development by respecting UN Declaration on the Rights of Indigenous People and ILO Convention 169 at all levels. I truly believe this discussion will be able to address core issues that are connected with sustainable development, justice, peace, and prosperity around the globe. I also expect from the conference that some specific area of maximum utilization of youth potential in the area of rural development, environmental conservation, tourism promotion, and promoting and preserving the mother tongue to speed up the development initiative and achieve prosperity. Finally, I would say, let's bring our commitments to the reality with the priority in every step for betterment environment for Indigenous people around the world, including Ukraine. I am sure that we can certainly achieve our mission and commitments, thinking together and doing together. I thank you once again all for your kind attention and look forward to your close cooperation on common agenda of the Indigenous people's right at all levels. I wish a successful and productive conference and congratulate the organizer for this great achievement. Thank you. Over to you, Alexander. Спасибо большое, господин Хулман. Я в первую очередь хочу вас поблагодарить за вашу огромную работу в защите прав коренных народов, в развитии коренных народов. И я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем внести большой вклад в защиту крымских коренных народов и, соответственно, сделать все, чтобы все коренные народы чувствовали себя защищенными и могли развиваться. Но и сейчас я хочу предоставить слово члену экспертного механизма по правам коренных народов, господину Родиону Сулянзига. Пожалуйста, Родион. Спасибо, уважаемый председатель. Добрый день, доброе утро и добрый вечер всем участникам конференции. Спасибо, конечно, за приглашение. И я с радостью это принял и буду рад сделать свой вклад в работу сегодняшнего форума. Это символично, что он проходит именно сегодня, как раз в рамках Международного дня коренных народов, который проходит ежегодно 9 августа. И это не только дань уважения и признания прав коренных народов, но, по моему глубокому убеждению, это прежде всего призыв к действиям, включая самих коренных народов, национальное правительство и всех других заинтересованных в защите и продвижении прав коренных народов на всех уровнях. Ну и, конечно, сегодня в условиях кризиса, пандемии,
важно использовать новые технологии, использовать онлайн-средства для продолжения нашей совместной работы, для координации по защите прав коренных народов. И, конечно, организаторам еще раз спасибо, что они используют все возможные ресурсы. Как член экспертного механизма от региона Восточной Европы, Российской Федерации, Средней Азии, Закавказья, я, конечно, внимательно слежу за развитием событий в нашем регионе, именно с точки зрения мониторинга ситуации и прав, и возможности совместной работы на международном уровне. Я постараюсь кратко рассказать вам о работе экспертного механизма. Он является одним из 3 основных в системе ООН, который работает по продвижению прав и защите коренных народов. И, разумеется, является одним из инструментов в правозащитной сфере на глобальном уровне, где коренные народы могут использовать эту возможность по защите своих прав на национальном, региональном и местном уровне. Сам экспертный механизм был образован в 2007 году решением Совета по правам человека для того, чтобы помогать Совету обеспечивать его тематической экспертизой. И, конечно, он имеет свой четкий мандат для того, чтобы, во-первых, не дублировать работу постоянного форума и спецдокладчика, и, с другой стороны, усилить вот этот треугольник для того, чтобы можно было больше эффективно применять и работать на всех уровнях. Изначально мандат экспертного механизма входило 3 конкретных задач. Это, во-первых, обеспечение тематической экспертизы, главным образом через исследования и консультации, предоставлять рекомендации Совету и составлять ежегодный отчет. Изначально экспертный механизм формировался из 5 независимых экспертов согласно региональному распределению на уровне ООН. Но, как многие из вас знают, что в 2014 году была первая Всемирная конференция ООН на высшем уровне с очень хорошим итоговым документом, по итогам которого в 2016 году Совет по правам человека постановил изменить, усилить и укрепить мандат экспертного механизма, оставив при этом ежегодные исследования в той или иной области, но в то же время добавив другие важные дополнительные мандаты для экспертного механизма. Это, во-первых, выявлять, распространять передовой опыт и уроки в рамках работы по достижению цели декларации, а также оказывать помощь государствам-членам и коренным народам по их просьбе в определении технических консультаций относительно разработки государственного законодательства и политики, касающихся прав коренных народов, что очень существенно. Также экспертный механизм предоставляет государствам по их просьбе содействие и консультации для выполнения рекомендаций УПО и других договорных органов. И также, конечно, экспертный механизм сегодня совместно с мандатом спецдокладчика может наносить страновой визит по просьбе либо самих государств-членов, либо коренных народов и их организаций. При этом, конечно, что экспертный механизм не может самолично принимать решения или декларации, но он может предоставлять не реже 1 раза в год отчет Совета по правам человека о своей работе. И состав экспертного механизма был расширен до 7 человек, покрывая все 7 социокультурных регионов, где проживают сегодня коренные народы мира. Также еще один важный, существенный момент, что Совет по правам человека призывает экспертный механизм расширять свое взаимодействие с национальными правозащитными учреждениями.
что очень важно, расширяя круг вовлекающихся институтов. Ну и последнее, что экспертный механизм может также проводить межсессионные совещания, мероприятия в течение 5 дней в году. Это вот то, что отличает экспертный механизм, его мандат от других механизмов ООН по правам коренных народов. Как пример вот исследований и рабочих визитов можно упомянуть исследование о праве на образование, которое было много лет назад сделано, и совершенно новых исследованиях о праве на землю. Будущий год будет посвящен правам детей коренных народов. Я думаю, это очень актуальная тема. Она еще ни разу не поднималась в глобальной повестке. И будет также важно уделить особое внимание правам детей коренных народов. Также в этом году был закончен доклад о признании возмещения ущерба и примирении, что также имеет огромное влияние и является инновационным документом. Экспертный механизм уже провел рабочие визиты в Новую Зеландию, Мексику, Финляндию. На повестке дня идут переговоры с другими странами, потенциально это могут быть Бразилия, Япония и ряд других, но это требует определенного согласования всех сторон. Но важно сказать, что признание и уважение прав коренных народов – это вот тот краеугольный камень всей политической повестки коренных народов, начиная с одобрения Декларации ООН как основополагающего базового документа международного права, который определяет те минимальные стандарты прав коренных народов, до развития национальных законодательств и правоприменительной практики. Но я бы хотел сказать, что признавать и уважать – это только первый шаг на пути реализации всего комплекса прав, особенно на национальном и местном уровне. Сегодня, конечно, мы можем аплодировать и отмечать прогресс ООН в прорыве международного права в области признания прав коренных народов. Но, с другой стороны, мы сегодня также вынуждены принять и увидеть серьезный разрыв между глобальными процессами ООН, национальным законодательством и практически очень плохим исполнением на общинном уровне. Поэтому нам всем предстоит очень много работы. Я всем желаю сегодня успеха, поздравляю с Днем коренных народов, желаю солидарности, развития нашего общества, наших общих дел, ну и, конечно, прежде всего, коренной дипломатии. Это нелегкая, а порой тяжелая работа, но только, наверное, мы с вами сможем ее вывести на новый уровень. Спасибо. Спасибо большое, господин Сюлянзига. На самом деле очень важно, что вы раскрыли работу работу экспертного механизма по правам коренных народов и мандат экспертного механизма. Потому что я уверен, что нашу дискуссию сегодня смотрят не только представители коренных народов Украины, Российской Федерации, других регионов, потому что мы поэтому и проводим конференцию на 2 языках, но в том числе нашу дискуссию смотрят и представители некоренных народов, смотрят представители политикума, смотрят представители власти. И, конечно же, очень часто люди не совсем видят разницу между коренными народами и национальными меньшинствами, не совсем понимают роли коренных народов вообще в развитии того или иного государства. Поэтому, конечно же, я думаю, вот ваш посыл, ваш спич, он дает важный посыл к тому, чтобы мы действительно скоординировались для того, чтобы использовать мандат, эффективно использовать мандат экспертного механизма по правам коренных народов в контексте даже обеспечения
защиты прав крымских татар, караимов и крымчаков в Украине. Поэтому спасибо вам большое. И сейчас я хочу предоставить слово Алексею Цикалеву, члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, а также Алексей Цикалев неоднократно был членом экспертного механизма. В связи с тем, что он в данный момент находится в дороге, поэтому он послал нам видео сообщение, и мы его сейчас опубликуем. Пожалуйста. Включите звук. Модератор конференции, включите звук. Сейчас технические моменты. Нет звука. По техническим моментам что-то не проявляется звук, то ли, может быть, это связано с интернетом. Я сейчас хочу с удовольствием передать слово члену консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы, а также члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов 2014-2016 годов господину Оливеру Лоде. Thank you, Eskander. Dear Chairman of the Majlis of Crimean Tatar people, Mr. Refat Chubarov, dear friends, colleagues, brothers and sisters, it is my honor to congratulate all of you on the International Day of the World's Indigenous Peoples. And to me, this day is a day to celebrate Indigenous peoples, their human rights, their cultures, worldviews, identity, and their indigeneity as a whole. And it can also be a day to set bold visions, goals for the future, both on individual, collective, and even global levels. So for Crimean Tatars, this year's Day of the World's Indigenous Peoples is for the 7th year in a row held under the weight of the Russian military occupation and the countless violations of international law and human rights that are associated with it. And it does not look like this occupation will end in the near future. So what is there to celebrate, actually, for Crimean Tatars? On what do I actually congratulate my Crimean Tatar colleagues and friends today?
I would say that first and foremost on the fact that Crimean Tatars collectively as a people have not surrendered to this unprecedented aggression in the 21st century. Crimean Tatars as a people have preserved their dignity by not becoming accomplices to this occupation that on a deeper level actually aims to get rid of Crimean Tatars as a distinct indigenous people with their collective memory, with their shared faith, culture, and values, their human rights, including rights to their historical homeland. Far from it. For 7 years in a row, Crimean Tatars have demonstrated to the world how to resist a brutal aggression by a major military power, but doing it non-violently and asymmetrically. Instead of throwing Molotov cocktails, Crimean Tatars have taken their course to the United Nations and other international venues. Instead of violence, Crimean Tatars are using their intelligence, their creativity and wit. And while this approach has not yet led to the deoccupation of Crimea, this is the only way to go, given that the enemy is the second, well, soon third largest nuclear power in the world. And most powerful military in the second most powerful military in the world. Now, I'm confident that with this approach, Crimean Tatars, with the help of Ukraine and the civilized world, will eventually liberate their homeland and emerge on the right side of history. But coming back to today's day, or actually yesterday's day, this international day was established by the United Nations. It is therefore appropriate to reflect on the role of the United Nations system for the Crimean Tatar cause in more detail. And first, it should be pointed out that Crimean Tatars were active participants in these UN mechanisms on indigenous peoples well before 2014, including during the time when Ukraine itself had not yet recognized Crimean Tatars as indigenous people of Ukraine. Now, since 2014, since the occupation, Crimean Tatar presence in the UN system has become more active, more visible, and there are almost no major indigenous peoples gatherings at the UN without at least some Crimean Tatar presence. This includes the permanent forum meetings, the sessions of EMRIP, Human Rights Council, and others. And not only have Crimean Tatars become more active and numerous at the UN, but you have also learned how the system works, as a result of which Crimean Tatar statements have become more effective, more impactful, and you also know how to work behind the scenes, win allies and friends. However, there is much more work to be done in the UN, including those three mechanisms that focus on indigenous peoples, but also in other UN agencies. So concerning the indigenous mechanisms, the three, I think it would be very timely for EMRIP, with its new and strengthened mandate, to take a closer look at the situation with the Crimean Tatars' human rights, including perhaps by conducting a country visit to Ukraine, including occupied Crimea, as soon as the public health situation allows. I would also encourage the new Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Mr. Francisco Cali, to look into the Crimean Tatar situation. This is something that the previous Special Rapporteur, Ms. Vicky Tauli-Korpus, did not manage to do, despite, I know, several efforts by Crimean Tatars and Ukraine in this direction. So maybe now this is the time to fill that gap. And also, one should not forget that the UN can offer to Crimean Tatars much more than just these three indigenous specific mechanisms. In fact, almost all UN agencies relate to indigenous peoples and their human rights one way or another. And this means that Crimean Tatars could be even more integrated with the UN system. In this context, I would like to briefly talk about cultural and language rights. So this is where Crimean Tatars actually can point to an accomplishment for work conducted during this last year. The key UN agency in this field is UNESCO, as you all know. And this March, Ukraine nominated the Crimean Tatar ornament, Ornek, into the representative list of the intangible cultural heritage of humanity under the 2003 Convention for the Safeguarding of
intangible cultural heritage. And the inscription of this nomination is expected at the end of next year. But already now, this nomination is an important development, because by nominating an element of Crimean Tatar cultural heritage to this list, Ukraine showed that it does treat Crimean Tatars truly as their own in a very concrete way. I hope that this nomination will be approved by UNESCO experts next year, in which case this will truly be an occasion to celebrate among Crimean Tatars and their friends. And second important process where I would like Crimean Tatars and Ukraine to be even more active is the UN's work on indigenous languages. As many of you know, 2019 was the International Year of Indigenous Languages, with UNESCO as the lead agency. And in the context of this international year, Crimean Tatars, as I understand, led by the Crimean Tatar Resource Center, accomplished an important milestone: the official translation of the Universal Declaration of Human Rights into the Crimean Tatar language. Now it has been officially included in the UN database among more than 500 translations. But okay, now the International Year of Indigenous Languages is over. But already now, the UN General Assembly has proclaimed the International Decade of Indigenous Languages 2022 through 2032. The goal of this decade is to draw attention to the critical loss of indigenous languages and the urgent need to preserve, revitalize, and promote indigenous languages, and take urgent steps at the national and international levels. And I really hope that Crimean Tatars and the Ukrainian state will take an active part in the planning of this decade, and even more importantly, its implementation. And while I understand that at this time, perhaps language rights and policy are not at the very top of the Crimean Tatar agenda, given the ongoing occupation of their homeland, which is understandably more urgent, but this language work must also be conducted with or without the occupation. And with the upcoming decade, I think there will be more opportunities to do this productively than before. And in particular, I would encourage the Ukrainian state to get a kind of a seat at the table in UNESCO for the planning of this decade. This is actually a process that is ongoing. It is still at quite early stages, so it is possible to kind of engage with it. And also, I suggest that Crimean Tatars maybe begin taking a more systematic and a long-term view on preserving and, if needed, revitalizing your language in the context of this upcoming decade. This is also work that I'm doing in my home country, in Estonia, with our indigenous language communities, and it would be interesting to also collaborate in this area. But for now, thank you for your attention, and back to Eskander. Спасибо большое, господин Оливер, за столь такой вот экспертный доклад. Ну, на самом деле вы являетесь другом крымско-татарского народа и действительно уже достаточно хорошо, как эксперт, разбираетесь в проблемах коренных народов Украины, в частности, в том числе и в проблемах крымско-татарского народа. И ваши рекомендации, ваши советы являются очень важным посылом для дальнейшей нашей эффективной работы для реализации наших коллективных прав крымско-татарского народа, также караимов и крымчаков. Спасибо вам большое. Я думаю, в процессе мы еще будем возвращаться к различным темам. И я еще хотел подчеркнуть важность того, что действительно мы уделяли большие усилия к тому, чтобы был страновой визит спецдокладчика по правам коренных народов госпожи Виктории Таули-Корпус. Также мы сейчас работаем, и в этом плане у нас было официальное приглашение совместно с государством Украина. Кроме того, мы сейчас совместно работаем над страновым визитом экспертного механизма
по правам коренных народов для того, чтобы действительно мы смогли максимально имплементировать Декларацию ООН о правах коренных народов в законодательное поле Украины. И это было бы важным посылом и, я думаю, бы имиджевым ходом для самого украинского государства. Ну а сейчас я хочу предоставить Искандербей, Да. если возможно, буквально минуту одну. Пожалуйста. Я прошу прощения у всех. Я сейчас действительно должен буду просто уйти, но в свете того, что сказал господин Оливер, я хотел бы это отметить, потому что там, где взаимодействие с государством эффективно и дает позитивные результаты, нам об этом надо говорить. Я замечу следующее. Последние несколько лет в Украине приняты целый ряд законов, которые регулируют использование украинского языка как государственного, так и других языков. И хочу отметить, что во всех этих законах, а именно первый закон о функционировании украинского языка как государственного, о теле- и радиовещании, об образовании, крымско-татарский язык занимает особое место, то есть регулируется особыми механизмами, именно опираясь на то, что это язык коренного народа. Я хотел это отметить. Спасибо, Искандер, что вы мне дали эту возможность. Да, спасибо, Рифат Ага. А сейчас мы переместимся в Америку, на американский континент. И я хочу предоставить слово сотруднице Объединенной конфедерации народа Тайна и соучредителю Карибской организации развития индейцев, очень активного представителя коренных народов именно в защите прав коренных народов, госпоже Таи Пелли. Thank you so much, my relatives, and it's such a pleasure to be with my family, the Crimean Tatars. Again, I also congratulate every single brother present and beyond on the International Day of Indigenous Peoples. It is a real pleasure to participate because during the occupation, there was this silence, or this attempted silence to our brothers, the Crimean Tatars, and it was my honor. And because of the communication and the relationships that we established at the UN, which to me are really important. One thing is to use the mechanism, but also the networking while we are there. And it is those relationships that helped when the Crimean Tatars were being persecuted, harassed, detained, that allowed us to be able to do something and bring it out to light. So again, I would like to emphasize on fostering those relationships when we're talking about the implementation of our rights. One thing that I have found, and I don't want to speak just from my UN advocacy, but also as Indigenous peoples, one that continues to be oppressed because on one side, the indigenous peoples of the Caribbean continue to be presented as if we were extinct, something that I learned many years ago. That was a strategy from the states to try to minimize and violate our rights. So I think language is important, and that we call things by their name. The engagement of the youth and the intergenerational dialogue, to me, is of the essence, because we need to prepare a young, not just on our traditional knowledges, but also on as Oliver was saying, teaching them about the mechanisms available at the UN, not just the 3 ones that are specific to Indigenous peoples, but all different mechanisms so that they have the tools and know exactly, well, I need to do an intervention and we can go in this section. I need to be able to identify this and go to CERD. I need to be able to do this and go to FAO. I think that is of the essence. I see that our relatives have sent some young people
to the UN, but I also think that it's really of the essence that we already prepare a new generation to understand those mechanisms. And when it comes to the UN work, many of us know for many years that the UN has a turtle-like space, right? It's not rushing, it took almost 30 years for us to get the adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. And so these processes take time, yet it is important that we continue using those spaces so that nobody in the future can say, well, we gave you the forum, but you never participated. But to me, the teaching of the mechanisms and the things that we have, I congratulate you on the translation of the UN letter of human rights. But I also say our people need to understand what we have on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. And that at this time, we know that that little document with 46 articles would have never been approved if that vote was being taken today. And I'm sure that many of you could attest to that. So it is important that once we do the UN work that we need to do and have a presence, a consistent and persistent presence, that we also go back to our very local communities and teach on what our rights are, so that whenever we bring up a subject to the local levels, that we can use that mechanism, that we can already teach our own areas as to what our rights are. So to me, the tool is not just what can we do from the state levels, right, at the UN mechanism, on the international arena, but also what are we doing in our local communities, and how are we preparing newer generations so that they too know exactly what needs to happen. I think that we need to maintain the balance of the traditional knowledge and what these rights are, what our rights are. Many of us as Indigenous peoples have experienced the fact that for the longest time, academics take this place and Indigenous people's knowledge take this other one, right? Even though that this one can save the lives and the planet and impact and in a positive way, all the things that we're experiencing with climate change and food sovereignty and subjects like that. We need to start speaking about academia and traditional knowledge at an equal level. So that's why I also think that those two elements, knowing the structure, we need to, whether we like it or not, we need to work within the system that even if it's a system that oppresses us, but we need to be good at their game. We need to be able to have that balance and bring forth the element of our ways of living, our ways of life, also with the knowledge that we need to bring forth to be able to be effective. And the other thing that I wanted to mention is that we need to be able to correct, to change the language. And states are not going to do it for us. It is up to us to correct every time they address Indigenous peoples as vulnerable communities or these other terms, anything other than Indigenous. We need to make the corrections. We need to state who we are without apologies. And the other factor that I wanted to mention is also, we have a new special rapporteur. Vicky Tauli-Corpus did an excellent job. She herself had been harassed and even listed as a terrorist by her country. And these are people that have devoted their entire lives to the defense of human rights and Indigenous people's rights, etc. So with all those challenges, she served us well. And now we have Francisco Cali, a Mayan Cachiquel brother. Francisco Cali had been the first Indigenous person
to preside the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, the CERD. He's is just as a human being and as a person that has defended our rights since the killings and massacres in Guatemala and even beyond that, is a person that understands fully and stays connected, not just with the academic portion and the professional arena of the United Nations, but also the connection with our Mother Earth. And so I think that we are blessed to have yet again another person that I know will devote his time to the defense of Indigenous people's rights, and that is something that we need to use. And again, just to close, I cannot stress enough the importance of intergenerational communication within our communities, but also the participation of the youth in these UN mechanisms and the programs that we have, where we train them, you know. For example, the Project Access that we have with Tribal Links Foundation, it is a mechanism that is a program that for 2 years in a row will allow these young participants and human rights defenders from all over the world to learn about the protocols and the mechanisms available to Indigenous peoples, how to make interventions, how to use what we have available on that arena. And I think it is important that we make it a point, not just based on what perhaps the mechanisms available could financially help us, but also perhaps is something to consider from the perspective of the different organizations of the Crimean Tatars to ensure that you have these young people or the representatives go and attend these programs that will only enhance the power and the tools that you would have available. So again, my love, respect to all my relatives, and again, happy International Day of Indigenous Peoples. It's been a pleasure to be with you. Спасибо, сестра Таи. Вы действительно затронули очень важные моменты. Ведь на самом деле, к сожалению, многие активисты из числа коренных народов либо в своих странах, либо странами или властью, которая контролирует территорию коренных народов, находятся под преследованием. И в том числе такая же ситуация была и с бывшим экс-спецдокладчиком госпожой Викторией Таули-Корпус. Но при всем том мы видим позитивную динамику, когда мы все, объединившись, все-таки стремимся и добиваемся того, что создаются международные механизмы по защите. И об этих механизмах сегодня мы говорили в нашей дискуссии. И экспертный механизм по правам коренных народов, и постоянный форум, и декларация. И как раз-таки сегодня все те, кто у нас сегодня активно выступают и участвуют в нашей дискуссии, имеют прямое отношение ко всем этим процессам. И поэтому только объединившись, мы можем это продвигать, только привлекая молодежь, мы можем гарантировать, что это будет, что будет перспектива. Ну и, конечно же, несмотря на то, что коренные народы являются бедной частью населения мира, все-таки современные технологии, они позволяют нам больше общаться друг с другом. И таким образом мы становимся ближе друг к другу и сильнее. И таким образом мы будем друг друга поддерживать и работать в нашей защите. Ну а сейчас я хочу предоставить слово человеку, который является представителем коренного народа, численность которого, если что, меня Павел поправит, ну, на данный момент чуть более 1200 человек. И Павел является в том числе одним из преследуемых представителей коренного народа. При этом Павел борется за права коренных народов, не только за права своего коренного народа, но и за права всех коренных народов. И является в данный момент членом международной коалиции
Международная организация по правам коренных народов. И, пожалуйста, Павел, вам слово. Эскандер, спасибо большое. Я очень рад всех приветствовать. Я очень рад видеть Оливера и Таи и всех остальных в этот день. Я хотел бы также присоединиться ко всем, кто сказал о поздравлении. Я хотел бы поздравить всех с Международным днем коренных народов, хотя, к огромному сожалению, этот день всегда у нас, что называется, с печалью на глазах, потому что проблем у коренных народов не уменьшается, а все больше и больше прибавляется, и все это нарастает как снежный ком. Хотя, конечно же, мы не должны опускать руки и пытаться даже в нынешней ситуации, в нынешнее время пытаться что-то сделать для того, чтобы наши соплеменники, наши сородичи видели перспективы, понимали, что они могут и должны быть хозяевами на своей земле и строить будущее для своих детей и внуков. Я хотел бы немного сказать о том, что на сегодняшний день проходит очень много разных дебатов, разных дискуссий, в том числе и приуроченных к Международному дню коренных народов. И на самом деле очень много звучит мысли о том, что становится, к огромному сожалению, все хуже и хуже, при том, что, казалось бы, проводится много мероприятий и прикладывается много усилий для того, чтобы ситуация по коренным народам начала меняться с тем, чтобы права коренных народов были защищены. Поэтому, конечно же, то, как сегодня, в каком положении оказался сегодня и крымско-татарский народ, конечно же, это один из примеров того, что очень много нарушений происходит в отношении прав коренных народов, в отношении их жизней, ну и так далее. И сегодня одно из, тоже прозвучало сегодня, становится очень важным такой вопрос, как солидарность. Дело в том, что вот Искандер сказал, да, что нас не очень много в численном отношении, мы не обладаем, мы обладаем, конечно, огромными ресурсами с точки зрения того, где мы живем, да, но при этом, конечно же, эти ресурсы захвачены другими, либо государством, либо частным бизнесом и так далее. И поэтому на первый план, конечно же, выходит дух коренных народов, да, их солидарность, и только так мы можем противостоять вот тем нападкам на наши права, на наши земли, на наши территории. И я хотел бы пожелать вашему народу успехов, хотя еще раз хотел бы подчеркнуть, конечно же, вы находитесь также в очень сложном положении. Сегодня еще и ваша родина находится под оккупацией и так далее. Поэтому я надеюсь, что общими усилиями, конечно, мы будем и должны продвигать защиту прав коренных народов, хотя сегодня в связи с пандемией, да, площадки многие или почти все международные закрыты, однако вот такая возможность общаться вот онлайн, да, использовать новые технологии, конечно же, это очень важно и нужно. И Искандер, ты правильно сказал, что на сегодня вот, очень важным является подготовка кадров, подготовка молодых людей, потому что за молодежью будущее, да, им решать те задачи и проблемы, которые сегодня стоят, и мы должны им помочь в этом, поделиться тем опытом, который у нас есть, и подсказать, какие механизмы сегодня существуют на международном, национальном и региональных уровнях. Еще раз большое спасибо за приглашение, за возможность послушать
принять участие в этом разговоре. И я надеюсь, что в вашей стране будут происходить позитивные изменения. Надеюсь, что власти будут не на словах, а на деле заниматься решением тех проблем, которые сегодня стоят перед вами как коренным народом. Спасибо. Спасибо большое, Павел. На самом деле мы очень благодарны, что вы есть, что есть ваши усилия, и совместно мы действительно сможем все-таки принести пользу для сохранения и развития наших народов, коренных народов. Сейчас я хочу, прежде чем мы вернемся в Украину, все-таки перейти на азиатский материк и предоставить слово доктору Васави Кира. Доктор Васави Кира является основателем Международного женского форума коренных народов, также членом комиссии по делам женщин штата Джарханд и координатором женской комиссии из числа коренных народов Индии. Пожалуйста, госпожа Васави. Thank you so much. Thank you so much. I want to greet all of you, respected Mr. Rafat, Oliver, and respected Eskander, particularly, who has organized this Crimean Tatar Resource Centers under the banner of this resource center. He has organized this webinar on the occasion of 26th Indigenous Day of World's Indigenous People. I want to congratulate 476.6 million Indigenous people around the world on this occasion. It's more than more than 2.5 decades has passed. We are celebrating Indigenous Day of World Indigenous People. On this occasion, we need to evaluate our situation, and we need to evaluate whatever we found in this during this period in this journey. In India, in tribal India, in Indian constitutions, more than 23 articles are there to uplift of tribal and indigenous people of India. And this United Nations has announced this Indigenous Day of World's Indigenous People. On this occasion, many previous speakers, they talked about UNDRIP. So I'm not going to talk about UNDRIP, but I want to focus especially on Article 10 of UNDRIP. It talks about land, and it says that any company or any government should not take indigenous land forcibly. It talks about free, prior, and informed consent. If government or any company want to take tribal land, indigenous land, they must talk to tribal community, and they must make an agreement with indigenous and tribal people. So it's very, very important article number 10 of UNDRIP. In India, we are facing so many problems, and displacement, development-induced displacement is one of them. About 80 million indigenous people of India has displaced since 1947 till date. We are fighting, and those are fighting against displacement, they are facing so many cases. I am facing 2 cases against me filed by previous government, because I am fighting against displacement. I am fighting to save our land, indigenous land. Almost 245 villages in Netherhatfield firing range, where military people, 23 infantry division, they want to take our land. And second, in Ranchi, capital of Jharkhand, it's the eastern part of India. I belong to eastern part of India, and here government want to establish new core capital. And because of this core capital, about
382 indigenous villages will uprooted, will uproot. We are fighting against. That is why government has filed case against me, and we are fighting. Today, on August 6th, National Investigation Agency, they raised Ranchi from Delhi. It's a government of India central agency, and they are raiding in social activist houses. In Father Stan Swami, he is working in tribal area. He is not a tribal, but he is working in tribal area. NIA, National Investigation Agency, they made raid in his houses, in offices, and seized all documents and computer, laptop, and mobile phone. And when I heard about it, I was trying to know that whether NIA really raided or not. So what is the truth? But in the meantime, I got a call from a police department, and they are saying there are 2 cases against you, and please give me all details, what you are doing and why you 2 cases are filing against you. This is happening in tribal area, particularly eastern part of India. I want to tell you that in Jharkhand, it's rich in terms of mines, minerals, and natural resources. Many multinational companies, as well as Indian companies, they want to grab our land, our mines, our minerals. So, and second important thing, I do not want to take much time, and I want to explore second thing, that Beijing Declaration on Indigenous Women. It's very, very important to talk about Declaration on Indigenous Women, which was made in Beijing in 1995. Now it is 2020, and all over the world, and UN Women, they are talking about Beijing plus 25. We want to talk about Beijing plus 25, and we want to talk on indigenous women, situation of indigenous women. In our country, so many indigenous women, they killed, and they identify as a witch, as a Dayan. It means you are a bad woman. You have extra power, and you are misusing your extra power, and you are doing some wrong thing in our villages. So children are dying, animals are dying. So you are witch. So many women, they are dying, and unsocial element of our community, they are identifying women as a witch. And unfortunately, in our nation, in our India, in absence of national law to stop this witch hunting, witch killing, we are facing all these problems. My appeal and my request is to, with indigenous community, that all these bad practices in our indigenous community should be stopped, and we should not identify any women as a witch, because it's a bad custom. It was a bad custom, and where there is no health facility, the people, they believe superstition is very high in rural and tribal areas. So it's very, very important. I do not want to repeat Sustainable Development Goal. I do not want to repeat ILO C169. All these are very, very important. And now my online classes are going on with International Indigenous Women's Forum. Spanish acronym is FEMI, and I am reading and writing and learning this UNDRIP, Beijing Declaration on Indigenous Women, this SDG, and I want to explore an idea, and I'm happy to tell you, because all indigenous people and experts of in the United Nations are here in this Tatar webinar, that we are going to establish Global Indigenous Population and Women Study Center in Jharkhand near future, because of novel coronavirus COVID-19. Because of this virus, we are severely affected. But we have our traditional medicinal system. It's a ethnomedicine, homeopathy. We called homeopathy, and tribal people and indigenous people, we are saving ourselves and using this traditional medicine.
And so many people from Peru and Mexico, people, they told me that we are saving ourselves to using this traditional medicine. Unfortunately, in India, there are 15 crores of tribal and indigenous people, but they did not get any recognition, and we are still struggling to get recognition of our homeopathy, ethnomedicine, and tribal medicine. So, and I am happy to see Iskandar because we were together in Geneva last year, and we are in UNITA training. And I am happy to see Alexei Tasikaro. He had to come to Ranchi on March 20th, and we had made all arrangements. But unfortunately, this novel coronavirus and this COVID-19 has has come up, and it was Да, very конечно. difficult. Спасибо большое, доктор Васави. Yeah, and I am just finished, мы and вам- Johar from my side. Мы вам благодарны, что вы нашли время. Действительно, мы постарались показать биографию в рамках нашей экспертной дискуссии. И для того, чтобы наши слушатели, наши зрители могли в дальнейшем увидеть сам процесс, саму динамику, сами сложности. И, конечно же, для нас очень важно. Я, честно говоря, не прерывал никого, хотя многие выступающие нарушали регламент и наше время, но при этом я все-таки, учитывая праздник, учитывая День коренных народов, не нарушаю, никого не прерываю. И поэтому, но при всем этом я хочу дать всем выступить обязательно, чтобы все успели. И мы, конечно же, чуть продолжим больше запланированного нашего времени, но при этом, конечно же, хочется, чтобы мы все-таки более-менее так укладывались в регламент. А сейчас мы возвращаемся на европейский материк, и прежде чем предоставить слово представителям коренных народов Крыма, караимам и крымчакам, я сейчас хотел слово предоставить представителю украинской власти, директору департамента по делам религии и национальности Министерства культуры Украины Андрею Юрошу. Будь ласка, пожалуйста, пан Андрей. Thank you very much for this invitation. I'm really happy to participate in your discussion, and great opportunity for me to be a part of your team, of your family in different. Just a moment, I want to take out the voice because it's a little bit difficult to speak, to listen me in translation. From one hand, we always listen that celebration of this kind of day is always a formal opportunity. But for me, it's always very informal possibility to emphasize one more time on very important issues. I mean, the issue of the values and the rights of the indigenous peoples. For Ukraine, this is not just a theoretical matter. For Ukraine, it's a very serious question of internal situation, internal realities. Because we have very influential and very serious minorities defined as indigenous peoples, and Ukrainian state has to provide any possible possibilities and circumstances for preserving by these people, these indigenous peoples, their opportunity and their rights. But from one other hand, it's not just a theory, it's a subject of very essential political reality. And I'm very thankful to Mr. Oliver for his expression and description what we have in the political in these circumstances. That's why I will be much shorter in my presentation, because these very honorable presenters already described the general framework, how we are working and what we are trying to do in this really
not easy circumstances. Also, another question which is really serious, and Mr. Rafat Chubarov already emphasized that in Ukraine already created the most general framework for realization of any rights of the indigenous people. And he mentioned several already adopted laws on education, on secondary education, on the state language, on the media, where all set of rights of the indigenous people emphasized in very specific way. But in this case, we are really proud. From other hand, in Ukraine, we on the threshold of really essential discussion on this matter, because besides indigenous people, as we understand that, Crimean Tatars, Karayims, Krimchaks, we have a lot of national minorities in different parts of the countries. And from their side, we listen always a special challenge, a special order for broader discussion, because some of these minorities have history of existence in Ukraine for many, many centuries, a half of millennium, for example, like in western part of the country, for example, Polish minority, Hungarian and other, and they also would like to define themselves as indigenous people. We understand that is a really serious question for the country, and we want to be in productive, fruitful cooperation with any other partners in this area. And we want to invite, and we're very thankful for Crimean Tatars Resource Center for organizing this event. As for me, it's also one of the possibility to start this very broad public discussion in the society. Discussion which will aim the finding really fruitful responses for these challenges and situations. And finally, from my side, I'm really trying to keep this 5 or 6 minutes to speak. We invite all our counterparts in the country to participate in next steps of creating the framework and the new initiatives in the sphere of guarantee the rights of the national minorities, and particularly the rights of the indigenous people. We now have to start, and it will be a task for next half a year, to prepare a special law on the rights of the national minorities, including the rights of the indigenous people. And without participation of the entire minorities, indigenous people, this law cannot be prepared and presented for our society. So welcome. Unfortunately, the last 1 year, we are in the permanent process of institutional changes, and unfortunately we spent a lot of time for this formal institutional circumstances of our activity, but we really that in several months we will be ready and happy to start the practical work on this new law initiative, and to present to the end of this year a general complete document which will define and create the real obstacles for all national minorities and indigenous people, that will provide them a possibility to preserve any elements of their identity. Thank you, and many luck in today's discussion and in future steps. Дякую, пане Андрію. На самом деле нам действительно есть над чем работать, и в первую очередь, конечно же, вопросы законодательного урегулирования, именно вопросы коренных народов в Украине, и, конечно же, ряд, в том числе и адаптация, то, о чем мы постоянно говорим, адаптация общесистемного плана ООН
по защите и развитию коренных народов, принятых на конференции в 2014 году, международной конференции ООН, чтобы у нас появился такой национальный план действий по реализации и защите коренных народов Украины. Я думаю, совместными усилиями мы обязательно, если к следующему дню прав коренных народов сможем заявить о том, что у нас в этом направлении есть серьезные достижения, и мы сможем поделиться позитивным опытом нашей совместной работы. Поэтому я очень надеюсь, что мы сможем совместно активно поработать. А сейчас я хочу предоставить слово представителям коренных народов Крыма, в частности, руководителю национально-культурного Крымского общества Джамаат, доктору Елене Арабаджи. Добрый день, дорогие мои братья и сестры. Я представитель очень малочисленного коренного народа. Если Павел представляет народ 1200 человек, то караимов во всем мире осталось около 2000. Наша историческая родина Крым, там 700 человек сейчас проживает, на материковой чаще 300 человек, в Польше, в Литве, в Тракае вы можете увидеть караимов. В Мелитополе одна из самых больших караимских общин на материковой части, 50 человек. Я считаю, что этот день, это не столько праздник, как уже говорили вы, а сколько возможность напомнить о том, что мы есть, что мы существуем и собираемся существовать. И отсюда, учитывая лимит времени, я выделю два аспекта. Один аспект только что уважаемый мною господин Юраш и Искандер затронули, тоже глубоко уважаемый, о законодательной необходимости в Украине законодательного акта о коренных народах. Если крымские татары получили статус коренного народа в 2014 году, то караимы, которые более 7 веков живут на территории нашей страны, они до сих пор не имеют статуса такого. И я услышу уже год, 2, 3, 4, я этой проблемой занимаюсь давно, что вот-вот к такому-то дню мы получим, к такому-то празднику. Были попытки. Я понимаю, что это очень серьезный вопрос, это вопрос и политический, и экономический, но тем не менее, если я в 7-м поколении только в Мелитополе живу, 7 поколений моих, пра-пра-пра, и для нашего города, поверьте, как и для страны в целом, караимы сделали очень много, почему мы не можем получить статус хотя бы малочисленного коренного народа? Это первая проблема, она здесь сегодня не решится, но я ее обозначу, потому что я о ней говорю постоянно. И вторая проблема и предложение, потому что здесь очень уважаемые мировые лидеры находятся коренных народов, но я больше буду говорить о проблемах Украины. Я буду говорить как науковец, как профессор, антрополог, этнограф, о том, что я проанализировала учебные программы, и школьные, и вузовские. Если говорится не только о коренных народах, а вообще о национальных меньшинах, то в основном говорится об их истории. Вот, рассказываются легенды. А на мой взгляд, нужно акцент перенести на сегодняшний день, как народы, как этносы помогают строить Украину, вот, что они для этого делают и в регионах, и в Украине в целом. Я всех обнимаю, я всех целую, я знаю, что борьба нелегкая, вот, но мы это делаем не для себя, мы это делаем для будущих наших внуков, наших детей. Всем привет! Сау Елена Ханум, я на крымско-татарском языке и на караимском языке поблагодарил, потому что у нас все-таки язык, я считаю, что практически один. Поблагодарил доктора Арабаджи. И, конечно же, объединяя усилия, мы все-таки сделаем все и будем добиваться того, чтобы коренные народы в Украине были защищены. И законодательство в отношении коренных народов в Украине было урегулировано. Сейчас я предлагаю снова вернуться на американский материк и предоставляю слово наследнику потомственного вождя клана орлов племенной нации Аравак-Локона из северо-восточной Амазонии, брату Деймону Джерарду Кори.
Hello, brothers. Is everyone hearing me okay? Okay. Firstly, I wish to thank my Crimean Tatar brothers who invited me to participate in this event with all of you here today. But before I end by talking about the COVID pandemic, I will begin by talking about something more painful to my heart. I'm talking about the ongoing worst international war crime of the 21st century in Europe, the illegal Russian military invasion and annexation of Crimea. The first Crimean Tatar I ever met was at the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues at United Nations headquarters in New York City, USA. He was one of your leaders, and I do not wish to mention his name here today, but this gentleman and I became close brother, friends, and allies in the struggle for international justice for the world's indigenous peoples. Not only his Crimean Tatar people, or my Lokono Arawak people, but all the indigenous peoples of the world who are forced to endure and attempt to navigate and survive the many perils of illegal military, colonial, and neo-colonial occupations of our indigenous lands and territories. Sadly, even in this 21st century, which was supposed to usher in an era of enlightenment in the sea of humanity, a much and vainly anticipated time when we will respect each other's rights, differences, and dignity as fellow human beings, we are sharing this Mother Earth together in equity and harmony. Unfortunately, this is yet to happen, and instead, the world watched in horror as military brute force was unleashed on the Crimean Peninsula with a Soviet-style and thinly disguised military invasion on the 27th of February 2014, a day of infamy the world shall never forget. However, apart from profuse verbal expressions of moral outrage and righteous indignation over this atrocity and gross violation of international laws and conventions by Russia, what did the rest of the free, law-abiding world do? Absolutely nothing of great significance, and the illegal status quo remains. I am proud that I was one of the first indigenous journalists in the Western Hemisphere, along with my sister Tai Peli, to write news articles about the Russian oppression of the Crimean Tatars. But as an indigenous leader as well, this brazen crime against the conscience of humanity has also taught me that international laws and conventions are powerless when violated by powerful countries, unless they are championed by other powerful political nation states, such as a superpower, and they expected the USA to do more to champion democracy and the rule of law for the oppressed people of Crimea, as they often tout themselves as being representative of worldwide. The international instruments, such as the Declaration UNDRIP, is like a book of wisdom, but if left on a shelf, it only gathers dust. But a book of wisdom read to a community comes alive and plants itself like a seed in the consciousness of all who hear it say its sayings. Then those wise thoughts become a roadmap for a better future via its spoken word, and those spoken words then become physical actions, and those physical actions lay a foundation for a new social order. And only then does the positive changes we want to see in human societies everywhere arise like a mighty fortress in the hearts and minds of men. Study and memorize the Declaration with religious fervor. Learn every article by heart. Cite every relevant article in every action you take. And for our own sake, begin to implement and do everything it states we as indigenous peoples have a right to do. For only in this way will we see ultimate victory in our pan-global indigenous, multi-generation and sacred struggle for universal justice on the earth for all the brothers and sisters of this human family, children of the one God who is over us all. Finally, my brothers and sisters, we now face a new enemy more terrible than the others, for it is invisible, and it shows no mercy to the elderly nor the suckling babe. It is taking the lives of our peoples everywhere with a mercilessness and pervasiveness that we have not seen in living memory. COVID-19 is now the greatest single present-day threat to not just indigenous peoples, but all peoples all over the world. We must face this crisis, as we always do, with fearlessness and determination to conquer this new enemy. Potential solutions are within us, in small ways and great. We only need to focus our minds on solutions, and I have confidence that we shall find them. In this case, my own people, within 2 weeks of the pandemic being declared internationally, my people had created our own organic hand sanitizer using plants that exist in our country. And the formula I helped to create is not only fully effective at killing the COVID-19 virus on the surface of your skin, it is also very soothing dermatologically, leaving your hands feeling clean, smooth, and refreshed.
unlike the harshness of pure alcohol, so cheap and readily available. And this was entirely created from nothing, purely by our own minds and our focus to offer solutions and not merely remain on the victim side of the pandemic. It is not a cure for COVID, but it is one more tool in the arsenal we can use in the war to survive the COVID-19 pandemic. And I have been invited to visit and teach other Indigenous communities to create the same kinds of grassroots Indigenous products in their own lands and territories, because we were the first ones in the Americas to offer this product on a commercial scale. With that, I thank you again for this opportunity to open my heart to you, my brothers and sisters, and I yield back my time. Спасибо большое, брат Дэймон. Спасибо за вашу системную поддержку крымско-татарского народа и других коренных народов. И действительно, среди коренных народов вы пользуетесь огромным авторитетом, и поэтому для нас большая честь, что вы сегодня нашли время и участвуете в нашем мероприятии. Ну и, конечно же, традиционные знания коренных народов часто используются в современной медицине. И, конечно же, я уверен в том, что подобные предложения и подобные знания вашего народа, оно может дать большой результат в последующем в борьбе с такой глобальной проблемой, как коронавирусная инфекция. А сейчас я хочу предложить все-таки вернуться к приветствию Алексея Цикарева. Если у нас технически опять не получится, тогда мы перейдем к следующему нашему выступающему. Part of my speech was cut off last printed, did not print out the whole paragraph, so it left me, when I caught to realize that something was missing, and I had to scramble to fill the blanks, trying to remember what I wrote there. Otherwise, it would have been perfect. Я думаю, что в связи с тем, что, возможно, это связано со скоростью интернета, но, во всяком случае, я думаю, что это поздравление и обращение Алексея Цикарева можно будет увидеть в YouTube, и мы обязательно разместим на наших информационных ресурсах. Также у нас есть приветствие от другого крымского народа коренного, крымчаков, Вячеслава Ламбразо. К сожалению, из-за технических моментов мы тогда просто разместим их приветствие, их позицию. А сейчас я хочу предоставить слово эксперту Крымско-татарского ресурсного центра, доктору юридических наук Борису Бабину, профессору Бабину. Пожалуйста. Dear colleagues, I'm glad to see everybody on this International Day of the Indigenous Peoples of the World. And I want to thank the UN representatives and indigenous representatives being here with us and discussing so important problems on the issues of rights of indigenous peoples. Today we heard a lot about the situation as in different countries of the world, so in Ukraine. And Alice, we may point on the ongoing lack of high-level implementing of the indigenous standards in Ukrainian legislation and organizational practice, and of course the brutal violations of the indigenous rights in the occupied Crimea. And such violations are not only the circumstances of LS usual behavior to indigenous groups and peoples from the authorities, but those violations and restrictions are the feature of the racial discrimination, as this claim now is revised by the International Court of Justice. Anyway, today speaking about the current issues on the implementation, we must demand again the urgent adoption of the draft on law of indigenous peoples of Ukraine and propose to all Ukrainian authorities intensificate its cooperation with UN bodies, as we may see the
good connection of some NGOs like Crimean Data Resource Center, also as Majlis of Crimean Data People and representatives of other indigenous peoples of Ukraine with expert mechanism forum and other structures. But alas, the attention of Ukrainian authorities to those platforms are not so high. We may see the reports and documents from the NGOs, but not from the state. We may see the reflection of the issues of indigenous peoples of Ukraine in some expert mechanism reports, including issue of replacement of the indigenous peoples. But alas, now we have still no any communication on possible expertise of possible draft laws on indigenous rights in Ukraine. Also, beyond the issue of drafting and reporting, we may point also the urgent problems of some violation of indigenous rights in modern Ukraine regarding to right to sources, right to rehabilitation of deported persons, and guaranteed by Article 36 right of freedom of movement in own country. And huge violations in this area are done by the Russian Federation and its occupational authorities, but Ukrainian authorities should also pay more attention to those mechanisms and establish the good level of organizational practice on the level of governmental prescripts, also as ministry acts, to avoid the possible violation of indigenous peoples. The situation of in Crimea is extremely hard today, and a lot of experts are talking about possible escalation of war conflict in this year or next year. And this cradle of indigenous peoples, this unique peninsula, must not be hostage of imperialism, must not be hostage of interests of big state of the world, and we must do all what we can to defend the rights of indigenous peoples of Crimea and all other countries and territories of the world. Thank you. Спасибо большое, доктор Бабин. Ну и, конечно же, наши основные выступающие выступили. И если появились какие-то желания, какие-то реплики до минуты, я могу еще предоставить. В принципе, мы оговорили многие моменты. Мы затронули, и даже сегодня мне понравилась идея, о которой озвучил Родион Сулендзига, член экспертного механизма по правам коренных народов, что очень важно уделять особое внимание детям коренных народов. И действительно, та трагическая ситуация, которая совсем недавно произошла в оккупированном Крыму с Мусой Сулеймановым, это мальчик, это представитель коренного народа, сын политического заключенного, который лишился ласки отцовской и надлежащего ухода. Он трагически погиб, и его нашли в выгребной яме. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день только в Крыму около 180 детей несовершеннолетнего возраста остались без отцовской ласки, потому что их отцов осудили и находятся в СИЗО, либо находятся в тюрьмах. Поэтому, конечно же, тему проблемы и защиты детей коренных народов поднимать нужно. И таким образом мы сможем защитить поросль коренных народов, которая дает возможность сохранению в физическом плане самих коренных народов. И перед завершением, если у кого-то из участников дискуссии есть реплика, то я готов предоставить слово. Но до минуты, пожалуйста, мы потому что вышли за пределы нашего графика. Поскольку я пока не вижу предложений выступить с репликой, то на этом я буду завершать нашу экспертную дискуссию. Мы действительно сегодня охватили ряд тем. Я еще раз напомню, что приветствие Алексея Цикарева вы сможете посмотреть на ресурсах Крымско-Татарского ресурсного центра.
а также приветствие представителя крымчакского народа Ламбразо. Поэтому я думаю, все, кто смотрит сегодня нас и в будущем в записи, смогут познакомиться. А сейчас от имени Крымско-татарского ресурсного центра, лично от себя, от всей души я хочу поздравить с Международным днем коренных народов мира. Еще раз напомнить о том, что важно было бы, чтобы в Украине в кратчайшее время приняли закон о коренных народах Украины с учетом стандартов Декларации ООН о правах коренных народов. Важно, чтобы был принят национальный план действий по защите прав коренных народов Украины в рамках адаптации общесистемного плана действий ООН в отношении коренных народов. Ну и, конечно же, очень важно, чтобы в заявлениях и президента Украины все-таки больше звучала направленность о защите государством прав коренных народов Украины, о необходимости соблюдения государством-агрессором соответствующих стандартов ООН в Крыму, а также чтобы во всех проводились просветительские мероприятия на государственном уровне, посвященные истории, культуре коренных народов Украины, в том числе и выпуск почтовых марок, монет и так далее. Ну и на этом я хочу закрыть нашу экспертную дискуссию. Я надеюсь, что в частном порядке мы будем продолжать взаимоотношения, продолжать коммуникации, реагировать остро и своевременно в отношении нарушений прав какого бы не было бы то коренного народа, и таким образом защищать каждую жизнь, защищать культуру, защищать землю, защищать традиции наших коренных народов. Ибо не случайно в целях устойчивого развития до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, во многих целях обозначена роль коренных народов. И роль и миссия коренных народов в мире – это все-таки в первую очередь мир, сохранение природы, сохранение матери Земли и, соответственно, то, что приносит пользу всему человечеству. И на этом я хочу со всеми попрощаться, всех поблагодарить за то, что вы нашли время. И совместными усилиями мы защитим коренные народы и спасем мир. Спасибо за внимание. Спасибо.